А? Да, это твоя сестра, она будет кушать. Да. Да. Сейчас сначала Шаха будет кушать, потом Амина, да? Шаха, да. Чай. Да. Так. Вкусно. Расчесывай быстрее. Быстрее, быстрее. Сзади волосики. Скажи, давай, одевайся, в ИРО, да, пойдешь? Сейчас Акай Нуридин приедет, да? Хорошо, и расчесывай. Ну, так же, как и любая мама, которая родила, первый раз она узнает об этом, если ребенок с тяжелой особенностью, это в роддоме. Об этом я узнала в роддоме, так как у ребенка, второго ребенка, сейчас ей 22 года, когда я ее родила, ей поставили диагноз незаращение твердого мягкого неба. Как и для любой мамы или любого родителя, уже рождение такого ребенка в семье уже психологически такая, как травма. И, конечно, для меня это был шок. Это было. Я 3 дня к ней подходила в роддоме. Так мне преподнесли. Просто. И было очень тяжело. Ну, конечно же, мамы сильные, быстро берут себя в руки. И мне пришлось себя в руки брать сразу, потому что ребенок требовал очень такого хода круглосуточного, потому что ребенок был тяжелый. Ребенка приходилось кормить специальной посудой. С того момента начались мои похождения по врачам, по специалистам. Озир, мегзарем, дарси, асалом. Асалом, баша, ноза. Асалом, баша, ноза. Начиная где-то после 2 лет, мы стали постоянными клиентами челюстно-лицевой хирургии в течение 10 лет. Фактически почти каждый год у нас была операция такая большая, которая плановые такие операции, которые требовали поэтапного восстановления ротовой полости ребенка. После 4 лет ребенок начал биться головой. Ну, мы ходили к невропатологам. Ну, могли все, что они могли, мне делали, помогали. Вот она у меня очень сильная. Чтобы если бы она у меня была здоровая, она была такая сильная духом, она с характером, потому что за эти 22 года было очень тяжело. Вот она болела, и вот она карабкалась, да, вот цеплялась за жизнь. Никогда не было разговора, чтобы отказаться от ребенка или чтобы это больница, лекарства, где что, как можно. Мой муж все для нее, все говорит для моей дочери, все, что надо, я сделаю. Конечно, родственники помогают, все родители мои, родственники, мужа, кто как может, так и нам помогает. А это кто? Тетка моя. Ой, а это кто? Тетка. Пчел? А это кто? Как мультики, мам. Какой мультик? Мультик. Она, хотя она у меня была спокойная, никаких этих кушала, спала, как нормальный ребенок. Была очень спокойна, даже лучше, чем нормальный ребенок. Я всегда говорила, ой, ее положишь спать, говоришь, спи, даже она, если маленькая новорожденная была, она у меня спала, сама засыпала. Ну, потом к 3 годам уже явно было видно, что у ребенка какие-то проблемы, что она развивается не так, как нормативный ребенок.
там идут индивидуальные занятия. Рассчитаны каждый под каждого ребенка. Функция его не научить ребенка, прям как обычно, писать, читать, все, нет. Минимум, там, чтобы он знал, хотя бы если он не знает цвета, там, животных. И так как она у меня ходит, с утра она сидит под свой уровень, ей дают. Если, например, она прописи пишет, она сидит, пишет, читает, ей дают. Главная наша цель – не дать какое-то определенное количество знаний, потому что каждый из них возьмет столько, сколько он сможет. Главная цель у нас – включение их в социум, чтобы они привыкали к людям, не боялись, умели общаться. Ну и она тоже, говорю, очень коммуникабельная девочка. И чтобы люди к ним относились, как сказать, как к равным, что это норма, что такие дети учатся среди других детей. Конечно, поддержка родственников, поддержка супруга – это важно в семье, где есть такой ребенок. Без их поддержки ты сломаешься на первом году жизни. Это, считай, твои крылья, эти родственники. Может быть, ты уже сломан, но они твой, как говорится, этот ствол, на котором ты держишься.